Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. 31 января в Европарламенте состоялась конференция «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар». О чем говорили на этой конференции, что показывали, что нового должны узнать европейские парламентарии о текущей ситуации на полуострове и помогут ли такие конференции усилить давление Европы на Россию для освобождения Крыма, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. 31 января в Европарламенте состоялась конференция «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар». За год российской аннексии Крыма на полуострове зафиксировали 49 случаев похищений, найдено 6 трупов с признаками пыток. Еще 16 активистов числятся пропавшими без вести. Такие цифры озвучил на конференции лидер крымских татар Мустафа Джемилев. На конференции выступил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Ждет ли будущее наших детей такое же, как у вас всех, у ваших детей? Или ждет каторга, ждет просто тихая смерть? Сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора, когда погибают, не выдерживая сердца, не выдерживая вот того унижения, вот того давления, вот тех арестов детей. Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий, призвал международное сообщество поддержать создание платформы по вопросам деоккупации Крыма. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы она освободила наших коллег и друзей. Также я думаю, что мы должны продолжать вводить дополнительные персональные санкции для тех, кто ответственен за нарушение прав человека в Крыму. Депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Щетина извинился перед Мустафой Джемилевым за заявление чешского президента Милоша Земана. В октябре прошлого года Земан предложил компенсировать Украине потерю Крыму деньгами или нефтью. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Тамила Ташева, правозащитница, координатор инициативы «Крымсос». Тамила, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея проведения такой конференции в Европейском парламенте. На самом деле, действительно, мы уже достаточно давно с офисом Ребекки Хармс обсуждали идею проведения мероприятия. Возникла она после того, когда она приезжала в Украину во время проведения Евровидения в Украине. И когда она рассказала о своих эмоциях после просмотра фильма про Мустафу Джемилева, предложив показать его в Европейском парламенте. Потом идея трансформировалась не только в показ, а еще и в какую-то публичную дискуссию и, возможно, конференцию по вопросам Крыма. Там некоторое время у нас откладывалась конференция, хотели мы ее проводить в конце 2017 года. В итоге вот мы решили ее все-таки делать в январе. И вот вчера, на самом деле, она прошла в таком очень звездном, хорошем формате, да, когда были лидеры крымских татар, были представители Европейского парламента и, собственно, с организаторами мероприятия, кроме Ребекки, которая выявила такую инициативу изначально, присоединились и Петрос Литвы, Аустревичус и Яромир Щетина, да, из Чехии, что было очень важно. То есть кроме одного европейского депутата у нас появилось еще несколько соорганизаторов. Ну и, собственно, конечно, Крымсос и наши партнеры из Бельгии, Международное партнерство по правам человека. Что такого нового вы рассказали европейским парламентариям о ситуации на полуострове, чего они не знали? Или, скажем так, информационная составляющая была менее важна, чем политическая? Конечно же, в первую очередь была важна политическая составляющая, но кроме информирования о том, что происходит в Крыму, последняя панель была посвящена рекомендациям, которые дают активисты, правозащитники, представители крымских татар, международным партнерам нашим.
И, собственно, эти рекомендации были даны. Те депутаты, которые присутствовали на этой конференции, я надеюсь, что они их услышали, они потом далее будут переданы в те структуры Европейского Союза, которые компетентны за решение того или иного вопроса. К примеру, мы говорили о продолжении санкций, о продолжении финансирования программ, связанных с Крымом, и в том числе поддержкой активистского движения в Крыму и адвокатов, которые там работают, либо гражданских журналистов, которые там работают. Мы говорили о чемпионате мира по футболу, который, конечно же, в лучшем случае нужно бойкотировать, но по факту возможно использовать этот инструмент для поднятия вопроса о нарушениях прав человека, которые происходят на территории Крыма. Если я вас правильно понял, то это не было заседанием Европейского парламента, в нем в конференции принимали участие отдельные европейские парламентарии. Есть ли возможность, есть ли шанс созвать специальную сессию, которая будет посвящена крымской проблеме внутри Европейского парламента? Или это пока остается слишком высокой планкой? На самом деле по вопросам и Украины, и Крыма уже было несколько подобного рода заседаний, то есть это на самом деле невысокая планка, такие заседания были либо в рамках отдельного комитета, к примеру, по правам человека, и там на моей памяти уже несколько было таких заседаний конкретно по Крыму, когда там и наши представители выступали, поэтому это абсолютно возможно, это далеко не высокая планка, и, как сказал Петрос Аустревичус в своем выступлении, что 2018 год должен для нас, для европарламентариев, для Европейского Союза стать годом Крыма и годом крымских татар, поэтому я думаю, что это абсолютно нормальное и правильное желание как можно больше говорить на уровне европейских институций про Крым. И последний вопрос. Эта конференция останется своего рода таким исключением, или вы планируете сделать ее более или менее регулярной, например, ежегодной? На самом деле я не исключаю, что она будет не только ежегодной, а такого рода мероприятия будут повторяться и чаще, возможно, там раз в полгода. Просто вопросы организаторские, конечно же, они тоже непростые. Это вопрос финансирования, потому что у нас достаточно большая группа ехала из Киева в Брюссель, да, там это и вопрос финансирования там других вопросов, уже пребывания в самом Брюсселе. Поэтому, если будет возможность делать такие мероприятия чаще, конечно, их необходимо делать чаще. Если чаще не будет получаться, то хотя бы минимум год, конечно, это необходимо делать. Были ли представители каких-нибудь средств массовой информации европейских на конференции? Если да, получилось ли у вас какой-нибудь фидбэк узнать? Показывали ли в новостях? Может быть, не в прайм-тайм на центральных европейских каналах, но все же. Я знаю, что медиа были, на самом деле не знаю пока какие были медиа. Однозначно было медиа самого Европейского парламента, которые там активно работают. Были представители Укринформа, Deutsche Welle. Еще какая-то была камера, но, честно говоря, не знаю, кто точно был. Что из интересного, как сказал Петрос, что были представители московской стороны, да, что они пришли, все записывали, там до окончания мероприятия за несколько минут они ушли, поэтому видно, что там российская сторона не спит, она следит за всем, что происходит в Европейском парламенте, и там можно ожидать, что какой-то материал, возможно, с их стороны как раз-таки выйдет о том, что вот там экстремисты приехали и рассказывали, как жить в России на территории, в Европейском парламенте.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, правозащитница, координатор инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». На конференции «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар» выступил и лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев. Он рассказал о том, как проходил референдум, так называемый, в Крыму, кто стал первыми жертвами сопротивления российской оккупации, и прокомментировал заявление России по этому поводу. Давайте его послушаем. Уже 1432 день оккупации Крыма. И каждый день этой оккупации для людей, которые находятся на этой оккупированной территории, это многочисленные страдания и унижения. Сколько это будет еще продолжаться, все зависит от того, насколько будет мобилизовано мировое сообщество защищать фундаментальные права, защищать международное право. Российская концепция оккупации сводится к тому, что якобы жители Крыма сами очень захотели быть оккупированными, они провели референдум, в результате чего где-то 96% жителей захотели быть в составе России, и поэтому, дескать, вот такое случилось. На самом деле это, конечно, совершенно не так. Я в те дни как раз был между Киевом и Крымом, видел все, что происходило это на моих глазах. Вот как раз перед этой самой референдумом там по улицам бродили эти банды, вооруженные то палками, то огнестрельным оружием, захватывали административные здания, срывали украинские флаги, вывешивали российские флаги. И те, кто что-то хотел бы противостоять, это было очень опасно для жизни. 3 марта, как раз за несколько дней до референдума, когда уже началось вторжение россиян, начали российские танки, вертолеты заходить в Крым. Ришат Аметов, крымский татарин, вышел на одиночный митинг с лозунгом «Долой оккупацию». Он продержался там всего несколько минут, его затолкали в машину, увезли, и через неделю мы нашли его труп со следами страшных пыток. Вот в такой ситуации проходил так называемый референдум. Те цифры, которые они сообщают, там 88% участвовали и 96% проголосовали за вхождение в состав России, все это, конечно, абсолютная ложь. Никогда в истории Крыма такого вот, чтобы 88% участвовали в выборах или каких-то референдумах, не было. Тем более, что коренной народ Крыма, крымские татары, однозначно заявили, что не признают оккупацию, никаких референдумов они участвовать не будут. Более важно то, что мы получили информацию, секретная докладная Федеральной службы безопасности Крыма своему руководству в Москве, где говорится, что в референдуме участвовало 32,4% населения. Кроме этого, Мустафа Джемилев также рассказал и о нынешнем состоянии экономическом полуострова. Давайте его послушаем. Нанесен колоссальный ущерб экологии Крыма. Сейчас Крым превращается в некую военную базу, или, как они называют, непотопляемый авианосец. Строятся мощные такие стратегические военные дороги, в результате чего вырубляются все лесонасаждения, зеленые насаждения, уничтожаются памятники культуры. Экономика Крыма в основном держится на дотациях с федерального российского бюджета. Как таковой, собственно говоря, своей экономики уже, можно сказать, и нету. Но я вам только скажу, что вот товарооборот, внешняя торговля за рубеж, экспорт сократился на 28 раз, импорт сократился в 35 раз. Потому что ввиду санкций никто с этим оккупированным полуостровом не торгует. Основная вот прибыль, которая была вот еще до оккупации, это туризм. Туризма тоже практически нет. Соответственно, резко падает жизненный уровень. Если, скажем, до оккупации объем продаж продукции, промышленной продукции на территории полуострова составлял где-то 3,3 миллиарда долларов, то сейчас 160 миллиардов. То есть сокращение в примерно 20 с чем-то раз. В результате резко ухудшилось экономическое положение людей, увеличилась смертность людей. Ввиду того, что Днепровская вода сейчас после оккупации на территорию Крыма не попадает, площадь орошаемых земель сократилась в 35 раз. Поэтому
Сельское хозяйство, можно сказать, на грани гибели. Россияне пытались это восполнить, поливать земли артезианскими водами, то есть выкачивали воды из земли и так поливали. В результате происходит засоление земель. Уровень грунтовых вод опустился на 17 метров, и почва нанесет колоссальный ущерб почве. Вот такая примерно ситуация. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте. Доброе утро. Перед тем, как я бы хотел задать вам главный вопрос, давайте начнем, может быть, с самого начала, самых общих и элементарных вещей. Европейский парламент в структуре управления, в структуре власти, если угодно, Европейского Союза, это действительно там руководящий, направляющий орган? Или это, скажем так, консультативный совет? Потому что и в связи с этим сразу там второй вопрос, насколько его мнение и рекомендации важны во внешней политике Европейского Союза, или просто поговорили и разошлись? Сложный вопрос. В общем-то, конечно, нельзя свести роль Европарламента к чисто консультативному органу, поскольку в сложной системе бюрократии Европейского Союза он все-таки занимает одно из центральных мест. Но, с другой стороны, и решения, которые относятся к сфере внешней политики и политики безопасности, принимаются, конечно, не там, а принимаются в лучшем случае в Еврокомиссии, в худшем случае для нас, которые мечтают о европейском единстве, в столицах государств, членов Европейского Союза. То есть это сфера, которая наименее интегрированная во всем проекте Европейского Союза. То есть Европарламент отображает определенный вес общественного мнения, определенные тенденции, но он, да, можно сказать, что решений ключевых по проблемам безопасности и внешней политики не принимает. Есть ли возможность у европейских парламентариев влиять на ситуацию, во-первых, на мнение той же Европейской комиссии, а во-вторых, на мнение своих национальных парламентов и национальных правительств? То есть, грубо говоря, вот извинение Яромира Щетины, чешского евродепутата, оно важнее, чем мнение президента Чехии Земана о признании российского статуса Крыма, я имею в виду в общеевропейском масштабе, или на самом деле все-таки пока еще европейская интеграция не достигла таких пределов, и Земан важнее чешского евродепутата? По первому вопросу можно сказать, что Европарламент до определенной степени влияет на действия Еврокомиссии и никак не влияет на действия национальных парламентов государств-членов. А что касается сравнения веса заявлений евродепутатов и президента, то, конечно, оно будет не в пользу евродепутатов. Евродепутаты – это такие люди часто, которые наших депутатов в чем-то напоминают. То есть они могут много говорить совершенно свободно, не особенно задумываясь или выбирая слова. И в большинстве случаев их заявления мало на что влияет, если только это не депутаты, за которыми стоят большие деньги, партийные списки в нашем случае, а в случае с Европой, если за ними стоят серьезные политические силы. Конкретно в этой ситуации я думаю, что я вообще не очень понимаю, как можно извиняться за чьи-то действия, кроме собственных, но я бы скорее трактовал это как политическую позицию определенную, где-то какой-то частично пиар, где-то, может быть, эмоциональное отношение человека к тому, что он считает неприемлемым. То есть ближе к такому вот дискуссии на общечеловеческом уровне, а не политической конкуренции, потому что, конечно, президент Чехии, при том, что он не оказывает тоже решающее влияние на внешнюю политику, а все-таки она находится в руках правительства и ограничена общими правилами и нормами Евросоюза, но все-таки это человек, у которого больше веса политического, чем у депутата Европарламента.
недавно, абсолютно там недавно Белый дом опубликовал большой список тех людей, и против которых будут, возможно, введены санкции в российском правительстве и около президентских олигархических кругах. В то же время, как Европейский Союз не спешит усиливать санкции, максимум, что там, на что надеется Украина, то, что каждые там полгода санкции Европейского Союза против России по Крыму будут продлеваться, и в то же время опять в России практически ежегодно звучит тема, что, дескать, ну вот, все, это последний раз, последние полгода санкции бьют по экономике Европейского Союза, они будут отменены. Вот по вашему мнению, санкции Европейского Союза против России будут сохраняться, усилятся или в конечном итоге сойдут на нет? Я думаю, что вероятнее всего они сохранятся. Очень маловероятно, что они усилятся. И также маловероятно, что они сойдут на нет. По-моему, найден такой устраивающий всех более-менее в среднесрочной перспективе вариант, когда ЕС обозначил свою позицию принципиально и в отношении Крыма, и в отношении Донбасса. В то же время есть серьезные аргументы, скажем так, против того, чтобы санкции усиливать или углублять. И американцы ведь список свой опубликовали. Он, во-первых, не подразумевает санкций автоматических. Во-вторых, он связан не с событиями в Украине, а с возможным вмешательством России в американские выборы и вообще в связи с тем, что Россия представляет собой угрозу для долгосрочную для интересов Соединенных Штатов. Поэтому это другая игра несколько, в которой участвуют Вашингтон и Москва, и Брюссель, видимо, не хочет в нее ввязываться, тем более, что она идет совершенно на других полях, скажем так, не там, где в Брюсселе есть его интересы. Поэтому европейцам логично было бы и правильно, наверное, сохранить тот объем санкций, который есть на сегодняшний день. Они работают не так эффективно, как нам хотелось бы, и, конечно, не заставят Россию поменять свою политику в отношении Украины. Но они навязывают Москве дополнительные затраты, риски, и таким образом ограничивают ее возможности дестабилизировать безопасность европейскую и дальше. Поэтому, с моей точки зрения, режим санкционный останется примерно в таком объеме, в котором он сегодня есть. Ну вот теперь самый главный вопрос. Итак, 31 января в Европарламенте прошла конференция, которую соорганизовывали в том числе и крымчане, 4 года оккупации, способы поддержки Крыма и крымских татар. Вот по вашему мнению, и там выступал и Мустафа Джемилев, и многие другие представители крымско-татарского национального движения. По вашему мнению, такие конференции, они действительно могут повлиять на политику внешнюю Европейского Союза? Или это скорее такая информационная пиар-акция, из-за которой решительных изменений там не последует? Я думаю, что одно другому не мешает. И пиар-акции хорошие, информационные поводы нам очень нужны, потому что для большинства европейцев, и снова-таки Европарламент отображает общественное мнение, в общем-то, в Европе. И для большинства европейцев Крым это где-то далеко, и, в общем-то, Россия это где-то далеко, и Украина с ее конфликтом и проблемами тоже. Поэтому тенденция долговременная будет работать так, что если ничего не делать, то эти проблемы будут выпадать из поля зрения разных европейских институтов. И Европарламент это одна из площадок, как раз не столько принимаются важные решения, сколько создаются такие информповоды, для того, чтобы удерживать фокус внимания и государств-членов, и Евросоюза в целом на проблеме Крыма и на том, что оставлять ее в таком виде, оставлять действия России безнаказанными, это долгосрочный вред для европейской безопасности и невыгодно никому. То есть, если это примерно русле подходить к таким мероприятиям, то, по-моему, они очень полезны. И последний к вам вопрос. И с изменениями в составе руководящих органов Европейского Союза назначение Дуни Миятович комиссаром по вопросам, связанным со свободой слова. Поможет ли это более активно продвигать эту повестку дня на территории России, в Крыму, или Россия слишком надежно защищена от европейского вмешательства в области свободы слова?
Я думаю, что надежно защищена, то есть рассчитывать на то, на что европейцы, в общем-то, давно еще при Ельцине делали ставку на то, что будем работать с российским гражданским обществом и продвигать стандарты демократии на территории России, и это приведет к изменениям и внешней политики России, и вообще ситуации в Европе. На это надеяться сегодня еще меньше оснований, чем было там 20 или 15 лет назад. Россия полностью перешла в режим окружения врагами, консолидации вокруг политических элит. И это, кстати, обратная сторона санкций. Когда с помощью санкций пытаются изменить политику авторитарного лидера, то это дает ему в руки козырь, дает возможность спекулировать этим внутри, для внутренней аудитории, и подавлять и права, и свободы, прикрываясь вот этими вот внешними факторами. Поэтому я не думаю, что назначение кого бы то ни было, любой пост, либо в органах Европейского Союза, либо в международных организациях, таких как ОБСЕ, способна всерьез изменить эту ситуацию. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Вы слушали радио Крым Реалии. У микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир.